А на улице Техническая столкнулись Рено и Лада 14 модели. Последний стоял на светофоре, а водитель иномарки только выехал с автомойки. Остановиться уже при выезде стоячей машины мужчина уже не успевал, а потом вывернул руль в сторону трамвайных путей. Что из этого вышло, знает Татьяна Тимошенко. После аварии на этом участке дороги было парализовано движение не только автомобилей, но и общественного электротранспорта. Рено вылетела на трамвайные пути и застряла в сугробе, но перед этим иномарка врезалась в стоящую на светофоре «Ладу». Желтый начал мигать, загорелся красный, мы притормозили. Секунды 3 еще болтали, наверное. Человек с мойки просто выехал, видимо, на сырости, на влажности и летел. Оказавшись на проезжей части, водитель Рено сделал все, чтобы избежать серьезных последствий. Что-то получилось, что-то нет. Мужчина постарался максимально увести машину влево, но места немного не хватило, и он как консервную банку распорол левую заднюю часть «Лады». Сейчас ждете инспекторов? Да, ГАИ. А в центр правления уже сами не поедете, да? Ну, не знаю, как решат. Сейчас точно, я уезжать не буду. Как оценивать ущерб машины? Не могу сказать. Свою вину в происшествии водитель Рено не отрицал. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Мы с теми, кто спешит на помощь. Смотрите программу «Вызов 112» на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.